Первая проблема, с которой я лично столкнулся, это отсутствие проектов. Как на действующих предприятиях. Вот это была первая проблема, когда, объезжая предприятие, мы увидели разрушенные здания. Я говорю сейчас о предприятиях ГК «Ростех». В частности, именно там все не очень хорошо. Поэтому слово «промышленность» тут как бы вот не совсем подходит, к сожалению. Вторая проблема – это транспорт. 1 января произошло делегирование полномочий по перевозкам пассажиров и багажа в наше ведомство. Мы внесли изменения в республиканский закон, и, соответственно, наше ведомство теперь курирует это направление транспорта. Это одно из проблемных мест нашей республики. Делегирование полномочий, которое произошло, соответственно, мы повели централизованную политику, чтобы в сфере пассажирских перевозок были рамки закона, были правовое поле. Перевозчики, так называемые, на сегодняшний день, большинство из них налоги не платят, либо платят мизерные. У нас есть факты, есть справки с налоговой инспекцией, поэтому при разговоре с теми же перевозчиками они будут вам все говорить, что они проходят медицинский контроль, что они проходят технический контроль. На самом деле все они стартуют, так скажем, с утра на маршруты из-под своих балконов, с частных гаражей или просто со двора. Речь не идет о потере работы, речь не идет ни о каком увольнении кого-либо, речь идет о приведении пассажирских перевозок в правовое поле. Самое главное для нас, для нашего ведомства на сегодняшний день, я думаю, также и для пассажиров, это безопасность и это регулярность, которую мы хотим добиться. Соответственно, после изучения вот этой маршрутной сети будет проведен конкурс, жесткий конкурс, где будет четко описано, что должно быть у перевозчика. Приоритет будет отдаваться, конечно, несомненно, перевозчику, у которого подвижной состав, то есть транспорт, современный, безопасный, который будет осуществлять именно вот регулярные перевозки. Количество маршруток, я думаю, сократится в любом случае, потому что сегодня поступают жалобы к нам не только от пассажиров, но и от самих перевозчиков. Они жалуются друг на друга. Их стало столько много, что на одном маршруте дублируется 2 и 3. И они ругаются и приходят к нам с жалобами друг на друга. Соответственно, сейчас проводится изучение наших маршрутов. Мы хотим поменять логистику, чтобы она была не в угоду перевозчикам, а именно для удобства наших пассажиров. Сделать интересный и логичный маршрут. Наше министерство проводит конкурс на отыскание идей, бизнес-предложений, проектов и так далее. Мы хотим отыскать какую-то идею, которая перерастет в бизнес-план или бизнес-проект и, естественно, с реализацией его под ключ. Меня, конечно, немного удивляет, что у нас получается, что человек, обратившись с каким-то проектом, может получить деньги. Но на действующее предприятие у нас, как правило, внимания никто не обращает. По этой причине мы стали, вот, так скажем, бороться с ГК «Ростех», с Росэлектроникой, для того, чтобы наши предприятия здесь не погибли. Оставшиеся предприятия, которые работают не в полном объеме производства, мы сейчас прилагаем усилия. Есть дорожная карта, по которой мы действуем. Она отрабатывается по всем пунктам. Единственное, что не так быстро, как нам бы хотелось, и как хотелось бы работающим этим людям на этих предприятиях, но шаги к успеху идут. Когда-то на этом заводе трудилось, наверное, я не ошибусь, около 4000 человек. На сегодняшний день там трудится по списку 170 человек. Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить эти рабочие места, но еще и приумножить. Как бы это такое геополитическое решение, потому что в районах работы найти очень сложно. Соответственно, мы хотим сохранить это производство, но еще и выйти на точку безубыточности. Уже сейчас сделаны какие-то конкретные шаги, и 3 новых изделия, которые сейчас пытается освоить наш завод АЗС, они помогут вывести на точку безубыточности. С ремонтом зданием тоже тут я могу ошибиться, потому что собственниками этого здания является ГК «Ростех», подразделение Росэлектроники.
И вопросы мы задаем им. Соответственно, они влаживаться не хотят, но мы ведем с ними, так скажем, борьбу. Есть наука. Без науки нет развития. У Баспика есть как бы наука, основа, на чем они базируются. Соответственно, Баспик себя чувствует финансово очень хорошо, и зарплата там достойная. И Баспик я вижу в кооперации с нашими оборонными предприятиями, и вернее, предприятие могло бы стать локомотивом, потихоньку потащить за собой. У нас было 15 заводов оборонной промышленности в свое время. И, кстати, 12 из них до сих пор работают. Порядка 30 тысяч людей работало на этих заводах. Сейчас там 1000 людей работает. И при этих каждых заводах было научное производство, либо конструкторское бюро, которое занималось именно модернизацией, улучшением, оптимизацией, наращиваемым объемом производства. Сейчас этих конструкторских бюро, к сожалению, нет. То есть нет науки. О чем я и говорил. У Баспика есть, вот если бы Баспик, мы ведем сейчас переговоры, чтобы Баспик возглавил это как-то и потащил за собой именно вот научную часть, чтобы новые разработки внедрялись на наши предприятия.